Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 5 июня 2020 года. Это будет пятница и затмение, которым нас пугают. Посмотрим, что карты скажут. Какой это будет для нас день, на что нам настраиваться. Итак, карта дня. Карта дня у нас двойка пентаклей. Ну, такое состояние действительно может быть не всегда устойчивое, да, может быть придется как-то приспосабливаться к ситуации. Что будет мешать нам? Семерка жезлов. Что будет помогать? Маг. Так, хорошо. Посмотрим на отношения. Карту хочу сегодня так положить: на работу, на финансы. Да? И одну карту, так, пусть так, и одну карту на итог дня. Действительно, по итогу дня у нас тут астрологические такие влияния идут. Подсказывать будем колодой цыганских карт. Итак, двойка пентаклей. Карта, которая говорит о хорошей приспособляемости, о том, что мы будем стараться заработать, мы будем стараться свести концы с концами, договориться. В общем, карта, которая такая очень подвижная, да, когда мы прикладываем много усилий, стараемся как-то зацепиться за что-то материальное, да, пытаемся сохранить какую-то защищенность материальную. И вот двойка пентаклей – это у нас Юпитер в Тельце астрологически. Телец – это деньги, это ценности, тело наше, наш голос, да. И Юпитер – это расширение. То есть в любом случае у нас идет расширение наших возможностей, возможностей нашего влияния на материальную сферу нашей жизни. Хоть это пока еще трудно получается, но у нас в любом случае тут уже изменения начинаются, изменения идут. Эта карта у нас также связана вот именно в этой колоде со второй декадой Козерога. А Козерог – это у нас как раз знак, который говорит о нашем социальном положении, о статусе, о должности, да, и так далее. То есть что-то связанное с работой и признанием. Ну и, конечно же, деньги к нам приходят, да, когда у нас есть признание, тогда приходят и деньги. Кроме того, эта карта у нас еще говорит о том, что судьба действует, да, но против как бы негативного влияния судьбы еще есть наша воля, да, и мы действуем вот своим намерением, своей волей, свои действия прикладываем. В общем, карта такая динамичная, когда мы не успокаиваемся, не сдаемся, такой хороший прям вот творческий потенциал, да. Но смотрите, здесь карта все-таки говорит о том, что слишком больших усилий не стоит делать. Нужно повторять то, что уже привыкли делать, что уже делали когда-то. Нужно сохранять спокойствие, такое умиротворение, ни с кем не ссориться, договариваться, да. И вот семерка, как отрицательная карта дня, говорит, семерка жезлов, говорит о том, что не нужно высовываться, не нужно как-то, может быть, слишком уж свои желания выпячивать, начинать что-то новое, с кем-то спорить, ссориться. Вот вообще хорошая карта семерка жезлов в том плане, что мы объединены с какими-то людьми одной целью, и благодаря этому добиваемся чего-то хорошего. То есть если мы в одиночку действуем, это проблема. То есть нужно быть в семье, нужно быть в коллективе, либо там с друзьями, вот чтобы была поддержка и чтобы не было такого, что я важнее всех, мои желания важнее всех. Это вот самое главное, вот чтобы вот этого не было сегодня, да, как-то немножечко притихнуть желательно, вот приспособиться. А что будет помогать? Карта Маг. Ну, это карта, которая говорит о том, что хорошо, конечно, было бы обратить внимание на то, что говорят астрологи, на то, что говорят тарологи, и использовать эту информацию для того, чтобы как-то запланировать свою жизнь. То есть это еще единица, это пока еще возможности, да. Кроме того, эта карта всегда связана с обучением, эта карта всегда связана с новой информацией, с говорением, да. То есть мы можем поговорить пока о том, что мы хотим сделать, но начинать пока что рано, но запланировать стоит.
Ну и вообще эта карта старшего аркана. Это значит, что в этот день действительно закладывается какое-то наше новое будущее. Старое что-то уходит в сторону, да, а новое закладывается. Ну и астрологически, конечно, это подтверждается. Вот у нас здесь выпала карта звезда на итог дня. А это значит, что у нас появятся новые надежды. Очень хорошо слушать свою интуицию, тем более, что у нас затмение лунное, а это значит, что будет очень сильно действовать интуиция. И вот можно вот на этой интуиции строить планы какие-то. Теперь отношения. Шестерка у нас. Простите, это у нас влюбленные, а это замечательная карта для отношений, которая как раз говорит о том, что мы будем в отношениях принимать какое-то важное решение, делать какой-то важный выбор. Ну и вообще сама карта влюбленные говорит о том, что у нас будет много чувств, эмоций, мы будем хотеть как-то позаботиться о своем близком человеке. Для тех, кто в поиске партнера, для вас заканчивается период одиночества в это затмение, да? У вас заканчивается период каких-то сложностей, знаете. Вот, допустим, вам раньше встречались люди какие-то зависимые от алкоголя или какие-то, в общем, с какими-то отклонениями от нормы или с отклонениями от вашего идеала. Так вот, начиная с этого периода, они больше вам не будут встречаться. Да, вот вы сегодня вряд ли кого-то встретите, но у вас есть возможность как бы закончить период. То есть вот такое появится у вас какое-то правильное настроение на будущее. Будут совершенно новые люди вам встречаться. Теперь для тех, кто в паре девятка бубновая. Но здесь вот, если говорить о том, что у нас вот вместе с влюбленными эта карта, да, это значит, что вы наконец-то сделаете какой-то важный выбор в своей жизни. Кто-то решит, допустим, вместе жить со своим партнером, кто-то решит заключить брак, сделать предложение руки и сердца, кто-то захочет, может быть, решить еще какой-то важный вопрос в ваших отношениях, особенно если он там такой назревший, да. Вот, то есть это карта каких-то обязательств, которые мы, может быть, никак не хотели на себя брать, и тут вдруг нам захочется, как будто бы вот нам захочется что-то в жизни поменять, взять на себя действительно ответственность за другого человека, может быть, даже от чего-то отказаться вот для себя лично в пользу другого человека. Очень хорошие тут перспективы. Так, ну еще все-таки вот эта карта какой-то очень значительной перемены, знаете, какой-то трансформации внутренней прям. Вот представьте себе, что вы, допустим, никак не могли согласиться со своим партнером, там с ним спорили, ссорились, и вдруг вы сегодня понимаете, что совершенно зря это делали и вообще не видите никаких противоречий между собой и своим близким человеком. То есть вдруг вы осознаете, что как бы вообще не хотите больше с ним ссориться, что больше не хотите выяснять отношения, не хотите больше как-то деструктивно себя вести. Кстати, может быть, для кого-то это будет исцеление от какой-то затяжной болезни. Допустим, ваш партнер болел, либо вы сами. Очень хорошая карта вообще для того, чтобы что-то заканчивать. Ну и, конечно же, для затмения просто идеальная. Но в любом случае вы на фоне вот каких-то перемен очень правильно здесь действуете, думаете, правильные решения принимаете, вот именно на благо вам. Да, действительно, для того, чтобы было что-то новое, нужно отказаться от старого. И теперь для тех, кто в ссоре. Дама червовая говорит о том, что вы действительно можете здесь помириться. Может быть, даже дома у себя, да, это произойдет, или у вашего партнера. Может быть, он к вам придет, или вы к нему приедете, да, то есть есть возможность поменять к лучшему ваши взаимоотношения. Но не вижу я здесь расставания никакого. Так, теперь посмотрим работу. Двойка жезлов. Но здесь просто повторяющиеся какие-то действия. В общем, то, что вы привыкли делать раньше, то и делаете сейчас. Вообще двойка жезлов, она карта очень энергичная, да, и может быть даже вот в вашем коллективе, в группе вы действительно такой лидер, за которым все идут. Может быть, вы все время стараетесь какие-то новые осваивать знания или получать какой-то опыт практический.
Может быть, знаете, вы такой человек, что вот задумали, только идея к вам пришла, и вы сразу делаете, да. Может быть, поддержка какая-то к вам приходит сегодня от окружающих, от других людей. И вообще вы как-то действуете очень мудро, не боитесь поделиться с кем-то информацией, не боитесь поделиться каким-то мастерством, не боитесь начать что-то новое. В принципе, хорошая карта. Вы вроде бы и не слишком тут как-то возноситесь, вот как по семерке жезлов, да, вы как-то спокойненько действуете. То есть сегодня все так уравновешенно происходит. Для тех, кто в поиске работы, семерка пиковая говорит о том, что здесь пока что вы все тут пишете, рассылаете резюме, может быть, звоните, может быть, готовите резюме и вносите туда там все свои дипломы, грамоты и так далее, награды. Может быть, кстати, здесь и деньги кто-то будет платить за то, чтобы найти работу, да, может быть, через агентство, через какое-то. Для тех, у кого есть работа, но здесь то взлет, то падение, то как бы хорошо, то плохо, и эмоции здесь замешаны, да, ну и в принципе у нас здесь двойка жезлов, она такая горячая карта, да, может быть, будет много желания чего-то добиться, а вы будете либо сами себя как-то ограничивать, как бы затухать стараться, да, либо обстоятельства будут так складываться, либо, допустим, семья будет требовать там внимания и так далее, и вы как-то будете переключаться от этой деятельности. Для тех, у кого свое дело. Но здесь у вас работа и еще раз работа. Вы как-то очень мудро должны сегодня себя вести, не стараться, знаете, как-то необдуманно действовать. Только обдуманно, только мудро, только разумно. Сегодня может появиться какой-то человек, который захочет вас обмануть, либо будет просто как-то манипулировать вами. Давайте посмотрим поподробнее, что тут. Скорее всего, это будет человек, который другом был когда-то или просто ведет себя как ваш друг, а сам пытается какую-то информацию из вас вытянуть. Вот смотрите, сегодня будьте осторожны, особенно с теми, кто прям очень хочет оказаться таким человеком душевным, дружески настроен, и, знаете, прям вот лезет в душу, да, вот нужно быть осторожнее, иначе могут быть какие-то потери из-за этого человека. Денежки, восьмерка чаш. Но здесь у нас поворот, да, на 180 градусов в деньгах. Давайте посмотрим поподробнее, что имеется в виду. Ну, знаете, к улучшению идут ваши денежки, к росту. Если была сложная ситуация, у вас, начиная с сегодняшнего дня, поворот. Но вы знаете как? Здесь еще не приходят деньги, а вот именно энергетически, да? Энергетически у вас начинается новый период в деньгах, прям светлая полоса. И решаются вопросы с деньгами, и они в рост идут. Может быть, кстати, деньги в семью просто приходят. Допустим, к вам не пришли, но в семью пришли. Так, вообще у нас восьмерка чаш астрологически. Это Сатурн в рыбах. То есть ограничения все равно есть сейчас именно, да. Но у нас временные эти все какие-то трудности, временные ограничения. Как только они заканчиваются, в любом случае энергетически у вас уже здесь перемена произошла. И по итогу этого дня у нас выпадает карта звезда. Она в этой колоде называется звезда магов. Она дает надежду, она дает, знаете, как-то удвоение каких-то желаний, сил. Вот знаете, просто хочется жить, хочется верить в будущее, хочется, чтобы какие-то вот желания вышли на поверхность, да, может быть, раньше вы не верили в то, что можете чего-то достичь, а вот сегодня прям поверится. Может быть, будете строить планы какие-то на будущее. Может быть, кто-то захочет через какое-то время уехать, ну, допустим, в какой-то уголок такой, где природа, где, может быть, там деревенский домик, вода и так далее. Да? Может быть, вы сегодня будете эти планы строить. Вот. И у вас, кстати, вот по этой карте обязательно все получится. Просто, может быть, у кого-то отпуск отложится. Допустим, вы планировали, может быть, в июне, да, или там в ближайшее время, а он у вас откладывается по ясным причинам, да.
Вот, но в любом случае, вот у вас осуществится ваше желание, и вот у вас прям появится такая уверенность, что так и будет. Очень хорошая карта. Давайте я достану еще на итог такую карту. Ну вот, карта гармонии такой. Карта, когда вы можете договориться с близкими людьми, с клиентами, в общем, с теми людьми, которые для вас важны. Карта везения. Вот такое ощущение, что поворачивается жизнь к вам лицом. И, может быть, в денежках везение, и в работе, и в отношениях, и разрешение, может быть, каких-то вопросов юридического характера. Ну и вообще просто вот удача, хорошая карта. Знаете, когда мы просто вот такой тихой радостью счастливы. Это не что-то такое грандиозное, а вот просто как бы радость от того, что как бы рядом близкие, что все неплохо, что есть надежда на лучшее. Вот как-то вот так здесь все. И знаете, если были какие-то сложные ситуации, вот в течение дня вот все разрешается на благо. Какие-то положительные результаты будут, какое-то счастливое окончание ситуации. Друзья, желаю всем прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.